Ты понимаешь, потому что, ну, во-первых, я давал присягу народу Украины. Ну, тоже военная присяга. Военных бывших не бывает. Я майор запаса, майор резерва ВСУ, и моя страна ведет войну. Значит, несмотря на всю мою философичность, несмотря на наличие школы мышления, там огромную часть моей жизни занимает преподавание и так далее. Я считаю, что в чувствительных местах эта позиция, ты же понимаешь, это очень специфическое место. И по реакции публики мы видим уже, какие стрелы полетели, а то ли еще будет. Да. Это очень узкое Это только место. начать. Ты еще слова не сказал. Да, да. Но Родина меня учила, что и родители, что ну, как это, где трудно, туда вперед. Этой общественной должности до этого момента не было. Не существует. В связи с чем она была учреждена, и специально ли под тебя, или была должность, и тебя искали кандидата? Была, насколько я понял, дискуссия о том, чтобы найти спикера или там, скажем так, в общем, человека, который смог бы реализовать так называемую One Voice Strategy, стратегию одного голоса, когда не в разнобой даются комментарии, а суммируются комментарии и выдается из одного источника один голос. Эта стратегия была отработана на Западе еще во времена Вьетнамской войны. Началось, когда на своем опыте люди крайне болезненно убедились, что комментарии в разнобой все только портят. Надо все-таки собирать. Это является нормой для НАТО, например, и для ЕС, и вообще для всего мира. Сейчас Азербайджан такую реализует политику. Называется стратегия одного голоса, когда один человек, собрав всю сумму комментариев и при выработке единой позиции делегации, например, может озвучить ее, как она есть. Смотри, если ты, ну, во-первых, под вопрос, это связано с высказыванием Фокина, которые пошли в разрез с государственной политикой, позиции и решили им положить конец. Ну, так по логике рассуждаю. По логике, конечно. И высказывание Фокина тоже очень сильно огорчило руководство делегации. Скажем так. Ну, собственно говоря, он был уволен, я так понимаю, поэтому, хотя не могу точно сказать, почему именно. Я предполагаю. Слушай, ну, снаружи все видно было. Вот. Тут даже не нужно никакой тайной аналитики, не требуется в этом плане. Тайной аналитики нет, да, слишком... Тут же еще один момент, что россияне, выходя с переговоров, успевают озвучить за 10 минут все свои... У них работает все как в воинской части. Да, они хотят выдать многие вещи, они, мягко говоря, смещают акценты в свою пользу. И для того, чтобы идти вровень с ними, хотя бы, в идеале опережать, мы как бы еще пошли. Но это и в том числе моя задача. То есть максимально оперативная... Чтобы мир слышал, мир, народ Украины, международные партнеры, они сами, да, в первую очередь слышали, что наш голос. Я потому что много раз уже было, когда русские сразу... Они говорят, а потом мы вынуждены догонять. В информационном, в информационном пространстве существуют правила, очень важно. Ты должен успеть захватить повестку дня. Дальше, если тебя критикуют, разгоняют, то все равно ты уже сказал, и все это работает на твой месседж. Даже простой интернет и Google. Первая ссылка всегда в корне, да? От чего она идет. От чего она идет, да. Об этом-то и речь. И они успевали сделать это раньше. Нельзя сказать, что мы с ними прямо соревнуемся, но на международном уровне для народа Украины, для СМИ. Это дипломатическая война. Наш голос должен быть представлен полноценно и желательно не отставая от российского. Кроме того, недоумение, я так понимаю, международных партнеров, СМИ, народа вызывает не до конца понимание, что происходит. А ведь моей задачей является, в частности, это что? Объяснение целей. Есть работа трехсторонней контактной группы, нашей делегации в ней. И еще подсвечивание, то есть того, какими шагами мы достигаем, для чего что делается. Потому что народ нельзя держать в неведении, когда люди не понимают, куда это. Это начинается зрада, люди начинают подозревать, что что-то под столом, под ковром делается. Да. Мои любимые домохозяйки, как я говорю, должны быть спокойны. То есть я согласился им разъяснить это все. То есть информации будет много, настолько много, насколько это возможно? Ну, я надеюсь, что она будет, во-первых, системной, а во-вторых, появятся каналы коммуникации, начиная с соцсетей, заканчивая там каналы взаимодействия СМИ. Я сейчас думаю, как это вернее и правильно сделать. Это будет сделано в ближайшее время. Ты один там? Помощник есть? Пока один. Возможно, кто-то согласится. Это же общественное начало. Все. Согласится быть помощником. Это может быть и назвать даже общественным концом, потому что заклюют так, что... Ну, меня заклюют не пугает. Мне как бы волнует одно, насколько я полезным смогу быть на этой позиции. А в каком случае ты подашь в отставку с этого поста, если вдруг что?
каком случае, если меня заставят поступать против национальных интересов Украины и против собственной совести? Попросят поступать, заставить невозможно. Но все равно же такого рода работа, тем более единственного спикера, подразумевает какие-то правила и ограничения. Однозначно. Какие условия твоей работы? Ты смотри, сейчас ты такой вольный аналитик, что хочу, то говорю, да? Ты теперь меньше станешь давать интервью, меньше станешь писать в Фейсбуке, будешь ограничен в высказываниях государственной позиции, которая утверждается президентом там, и так далее. Нет. Не меньше, а точнее я стану. Никто меня не ограничивает ни в интервью, ни в частной жизни, ни там в преподавании, ни во всем остальном. Я просто четко буду разделять, где я говорю как советник и спикер, если хотите, а где я говорю как военный обозреватель или вообще как частное лицо. То есть это всякий раз можно подчеркивать. Меня все равно не удастся свести только к советнику, потому что меня очень много. Ну, в том-то и дело, весь интернет забит. Ну, это делается точністю, просто точністю розділення меседжа. От я завжди, по-перше, коли я буду, є ознака, коли я буду Виключно українською мовою? коли я буду говорити про справи ТКГ і взагалі як радник, я буду розмовляти виключно державною мовою. Как частное лицо, как военный обозреватель, на том языке, на котором мне удобно. Ну так понятно теперь. Можно будет сразу... Очень легко будет определять. Я буду всегда подчеркивать. Сейчас я говорю как советник. Сейчас я говорю как частное лицо. Сейчас я говорю как военный обозреватель. Это несложная формула, которую можно ставить в речь, зато она очень четко все разделяет, расставляет акцент. Ты со всеми членами трехсторонней контактной группы общался? С нашей стороны? Да, конечно. Ну, понятно, с нашей. Совсем. На них это накладывает тоже ограничения, потому что вот как им это объяснили? Вот Денис Казанский, вот Гармаш, да, вот... Я с Денисом не общался только. Ну, неважно, с Гармашем пообщался. ряд фамилий людей, которые тоже публичные люди, и которые тоже много пишут и оценивают заседания ТКГ, и там выступления, как что русские там говорят, что наши, там много, вот Гармаш писал, там, и Казанский писал, им что сказано, больше нельзя писать, у нас такие правила, теперь у нас Арестович или согласовывать позицию. Боже Как упаси, вот нет, это не так. Есть просто официальное заявление, а есть частное мнение людей. Они которые не там запрещены. являются. Они не запрещены. А как им могут запретить? То есть, если с тобой кто-то не согласен? Это же не армия. Он может заявить свою позицию спокойно. Спокойно, да? То есть... Без проблем. Но мы должны понимать, что это частное мнение. То есть человек принимает участие, его пригласили, он там не случайно. Конечно, у него есть человеческая позиция, личная по отношению ко всему. Он может быть не согласен со мной, с кем угодно и заявить. Но мне даны полномочия официальных заявлений. Вот в чем дело. Поэтому позиция разделена. Более того, вполне возможно, что я сам как частное лицо сделаю заявление когда-нибудь. Ну, не заявление, вернее, а выскажу свое мнение. Но я сразу подчеркну, что как частное лицо, а не как человек, который говорит от имени нашей делегации.